Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Я вчера немножко вас ввел в курс дела о ситуации вокруг молодой девушки, жительницы Республики Ингушетии, чеченской певицы Хеди Хамзатовой. Да, там я не стал углубляться в все эти я не просто так сел, как сказать, импульсивно, даже не был импульсивно, потому что я прочел очень неприятные вещи, которые мужчины писали про нее. И я знаю, что точно такой же хейт придет и ко мне, но я был готов блокировать каждый вот их. Я специально вчера, никогда это я не делал, я снял почти 610 роликов, но никогда я не контролировал вот этот, автором стал, потому что мои опасения были не напрасны. Прибежало немало непорядочных, подлых людишек, людьми их назвать очень сложно, можно с натяжкой. Ну вот самое интересное, я знал, что будет. Честно, вы не поверите, самый первый комментарий, я блокировал все сотни комментариев, заблокировал, десятки людей заблокировал. Этот ролик должен был вообще взлететь, но я не стремлюсь славы, я так и сказал, каждый человек, который не по существу, не по делу, оскорбление, вот это, честь, достоинство, вот я буду, вот это, хорошо, что сколько я убрал эти комментарии, сперва я прочел, хотя бы понять, о чем речь. Ну, вы, мужчина. Вот потом вы обижаетесь, говорите, что он вот это против ингушей что-то говорит эмоционально. И как с вами говорить? Мы же с вами, не сидим на террасе кафе и обсуждаем злободневные дела наших любовниц или я не знаю, финансовое положение, или путешествий. И мы столкнулись с проблемой, и я решил об этой проблеме сообщить. Даже я не стал говорить, что она народная певица, там вот это, то, десятое. Столько можно хороших, сколько она красивых, хороших песен, какой у него голос. Первый в интернете, в ютубе существует эта песня, первая его песня, которая она без ничего акапелла поет. Вы можете это представить себе? Я не знаю, сколько ей лет, 14-13. Акапелла, вот это вообще, как взрослая певица, когда многолетняя певица, ребенок акапелла поет песню чеченскую. И знаете, да, мы можем говорить разные слова, можем что-то утверждать, но вот эта подлость, она есть подлость. Вы знаете, мужики ингуши, я вам давно говорю, сбрейте свои усы, бороды. Это папахи на книжную полку. Вот этот, видите, платок, платье, вот говорят, Назрань очень дешево, там можно по дешевку купить это барахло. Пожалуйста, если вы не мужчина, это я имею в виду тем, кто это активно вот это хейтит, кто активно вот это делает подлянки. И вот я обращаюсь к вам не стыдно? Столько всего. Вы знаете, что было? Я подозревал, что эта тварь, она прикидывалась, представляет, парень чеченец, который мой знакомый, типа как друг, он прикидывался чеченцем 25 лет. Он сюда приехал очень давно,
Я-то позже, и вот он прикидывался, вот молодым парнем, подростком приехал, прикидывался чеченцем 25 лет, и вчера под это видео Хеда Хамзатова начал говорить моя мать Эвлоева. Ну что он хочет говорить? У нас соседи, в нашей школе были вот эти ингуши. Я акинец. Он не говорит, что я чеченец. Он говорит, я акинец. Хорошо, ты акинец. Ты чеченцам, ингушам не имеешь никакого отношения. Что ты там хочешь сказать? Вот я тебе заблокировал. И не хочу твое вот это, чтобы ты все это, вот это, ну, камон, зачем мне писать? Своих ингушей, знаете, которые я послал, вот с ними общайся. Ты же одинок в своих чувствах этим ингушам. У вас немало этих чеченоговорящих тут везде, братья этим ингушам. Пожалуйста, я же не против, что у тебя ингушское сердце. Обычно бывает по отцовской линии, если у тебя отец чеченец, мать ингушка. Я же не против, пожалуйста. Можешь пойти на курс ингушского языка, как это сделал Хеда Хамзатов, сделал свой выбор. Точно такой же выбор можешь сделать ты. Пошел, сказал, что я ингуш, пожалуйста. Никто не будет против. Никто. Можешь поменять свой паспорт. Вот Евлоева. Вот и фамилию матери можешь взять. Станешь ингушем Евлоевым. Я же не против. Какие ко мне претензии? Я с тобой 10 лет не общаюсь. Мы с тобой 10 лет не общаемся. Ты вот под мое видео пишешь вот такое. Это не первое, и не второе, и не пятое, и не восьмое, и не 10-е, то и вот это. Доступник нашелся мне ингуши. Что хочешь сказать эти? Вот я не могу. Вот я чеченец, я говорю, что есть подонки ингуши. Я о своих чеченцах не буду говорить, потому что они мне еще дали повод, вот это ичкеринцы есть у меня. Это потом будет. Это сперва я хочу разобраться с теми, кто меня унижает, кто хочет меня унизить, кто хочет меня топтать грязь. Вот эти ингуши, которые никто, вот я хочу сперва с ними разобраться, а потом я таким, как ты, чеченоговорящим, вот это, вас в Европе, знаете, сколько тут понаехало? И с вами про вас буду говорить, потом очередь, еще, они дошло до вас. Дорогие мои. Просто я говорю про ингушей, потому что я с ингушей начал. Вот каждый день можно про этих ингушей говорить. И вот эти парни пришли писать, ее нашли там в каком-то сарае, в каком-то голе. Камон, к вам не стыдно? Вы, да, она не ингушка, поэтому она чеченка, поэтому замужняя женщина, мать 4 детей, вы, подонки, пришли писать вот эти гадости про нее ко мне. Вам мало то, что вы пишете в своих ингушских сайтах, вы еще должны приходить вот другим блогерам и вот писать эту всякую хрень. Я вчера, теперь я жалею, когда я выписал, думаю, может я пожалею, что я вот так, я хотел сказать, вот знаете, не дай бог меня... И когда я взрываюсь, это меня они остановят. Думаете, я не могу говорить? Я очень хорошие речи могу толкать. И я просто останавливаюсь, потом думаю, я еще что-то скажу, я же не могу это целый ролик снова переснять. Мне больше нечего делать. Поэтому... Вот это, знаете, ищет, вот это подметка, что я вот так не сделаю, то это, его надо заблокировать, его надо это. Блокируйте, если вы сможете, блокируйте. Я сам хочу, мне зачем это надо? Я сам хочу, вот сейчас закончу ваш эпопею, осталось 5 дней, 4 дня мне, все, goodbye, вы ингуши, и с ноября месяца, все, в декабрь, я
не будет политического, ничего я не буду комментировать, ничего не буду говорить. Вот я и так уйду. Я устал от вас. Это невыносимый труд. Это как это? Я же хоть, вот сколько я, 50 роликов снял про вас. Хоть один ингуш пошел, скажи, вот так нехорошо, некрасиво. А ты вот это. Я понимаю, что ты на что-то, вот почему ты так говоришь? Вот я скажу, вот так. Вот это мне не нравится. И какое-то вот это. Нет, сразу вот это. Сразу. Какие вы гадости. Гады. Я это говорю тем, кто решил, вот представляешь, вот я здесь была бы девушка, то же самое, вы бы просто закрыли бы мою страницу от того, что ты грязные слова вы пишете, она бы, пришлось бы ей закрыть. А мне пофиг, что вы пишете там. Вот единственное, под этот Хеду Хамзат, хотя я знал, что там потом вы эти пишете гадости, эти чеченцы бы вам бы отвечали бы, конечно, ролик разошелся бы, там а не 2, а не 5 тысяч было бы просмотров. Но так как я решил удалять, я удалил очень много. Очень много людей заблокировал из этого ролика. Мне не стыдно. Ой, один прискакал. Мы защитили вашу честь. Вас она опозорила на весь мир. Ну, это было, может, знаете, даже хорошо, вот это потом вы взяли ролик с Рамзаном Кадыром, туда кинули, это YouTube, чтобы потом это оправдать. Вы же большие мастера вот этих манипуляций. И, ну, хорошо, это человек может любиться. Она же любовь, еще они замужна, да, какие-то традиции, а да, какие-то есть вот это. Ну, так получилось. Это не беда. Помолвился, я не знаю. Вот это. Ну, сейчас-то она замуж вышла за вашего ингуша. Она же, это вы должны защищать ее честь. Это же, она же ваша. И вот Танзила Чабиев, который с мужиками катается, дает интервью. Я рядом с ней женщину не видел. Она, вот этот Чабор, последнее интервью был с молодым парнем Чаборзом на машине в горах, там очки делал солнцезащитные. Это как? Это как? Рядом должна быть женщина. Вот ты идешь в горе, там не одна, даже две должны быть с тобой рядом, чтобы не казалось это странным. Мы-то молчим. Знаете, вот так у вас вылазки горы с молодыми мужиками. У вас все можно. Вот она решила спеть на фоне ингушских этих Евлоевских башен, по-моему, Евлоевские это башни. Это трагедия. Это оскорбление чувств верующих ингушей. Но, камон, как так можно? Как я вчера хотел сказать, жалко, что я не сказал бы, один раз сказал бы и все. Но это же так же нельзя. Вы все прискакали, потому что она чеченка, и вот писать мне чеченцы, что она такая плохая, да? Вы в своем стогу вот это, ищите этих. Знаете, сколько ваших вот этих? Я по молодости, там парень пригласил меня, пришла одна ваша сестренки. Они же 4 парня, девушка с какого-то города пришла, все, с ними закрыли. И хотели меня 5-го парня пригласить, чтобы всю ночь отдыхать. Ну, камон. Мы же знаем, мы все это видим, все это слышим. И не надо нас учить, не надо указывать. Вот она, вот это, кто-то что-то сказал, еще это, не доказано факт. Это же не просто сказано. Это. Можно сказать все, что угодно. И вот вы прискакали, хотели меня, думаете, меня, вот это, как сказать,
они спугнут, а вот это дать понять, что тут нечисто, ты молчи, лучше они уступают там. А я что сделал? Хорошо, вот так. Все сразу начал убирать эти плохие комментарии. Сразу начал убирать. И потом хорошо. Хорошо. Вот такие вы. Как вам не стыдно? Вот это. Я хочу вас стыд. Мне стыдно за вас, если честно. Стыдно, очень даже. Неужели в вашей Ингушетии нет приличных людей? Вот это я хотел узнать. Как это может быть? Кому? Мы же жили 50-65 лет вместе. Казалось, вы приличные люди, адекватные люди. И как мы могли так ошибиться вас? Вот это я не пойму. Вот это я не пойму. Вот ваше лицемерие, вот все ваше, вот от журналистов, все, что вы говорите там на это, просто это ложь, придумать, это, вот этот Бузуртанов. Чеченцы говорят, 400 лет они воевали Россия. И говорит, а я вам сейчас докажу, что это не так. Академия наук Чеченской Республики, откуда документ, и то непонятно, какой документ, но какой-то страница, вот это. И смотрите, что тут написано. Скорее всего, вот это, они же, эти же люди же, которые написано, сейчас это написано, скорее всего, ввели в компьютер Академию наук Чеченской Республики. Они же не были события 100-150 лет тому, да. Вот если я был бы свидетелем вот этих событий, я бы описал бы типа от себя. Но у нас вся история вот каких-то учебников, каких-то писателей, которые, или историков, этнографов, которые ездили на Кавказ, вот с царем, без царя, вот этот Тифлис, военно-гурская дорога, вот обрывочно, арабские источники, армянские, грузинские, и вот османские, обрывочно все. И вот, скорее всего, какой-то вот этот академик, он же не может, как вы, мужчины, придумать сказки. Он из какого-то источника взял какой-то фрагмент, туда поместил. И вот это, какая-то манипуляция, какой-то фрагмент, это какой-то вот это, какой-то бой, какой-то год, 1 год, вот какой-то вот что-то такое. И там, да, не всегда были победы, не всегда были вот это. Война есть война, тем более 25-летняя Кавказская война, 25 лет. Мы-то хотя бы, чеченцы, воевали, хоть куда, хоть бедно, но воевали. А вы где были тогда, ингуши, товарищ? Где вы находились? В каких скалах вы прятались? В каких кустах вы прятались? Вот человек вот это хочет сказать, что ингуши воевали, а чеченцы нет. И смотрите, там он написал милиция, это конница, чеченская конница с Ермоловым. И вот какой-то вот это херня, как кто-то написал, и вот этот свидетельство, что чеченцы не воевали, что вот смотри, они везде отступали. Какой героический вот этот. И этого человека, этот Русика Бузуртанов, родственник Иосиф Бузуртанов, а как его звать? Какое имя ему дать? Скажите мне, товарищ Ингуш. Натуральный. Вот чечен Ингуш, он был стукачом. Стукач там, вот этот, сексот там был там, сейчас прискакал вам, свою родину. Он там жил, в этом городе Грозном, Чеченская Осетия. И вот он, ярый чеченофоб, вот просто сидит всю свою деятельность, вот ищет, ищет любой вот этот кусочек взял, из нее делает целую историю и выкладывает вот этот. А потом мне приходит, говорит, он доказывает по бумажкам. Каким бумажкам? И вот так у вас везде, так у вас везде. И свое это, да, это правильно. А попробуй, чеченец, что-нибудь про вас скажи. Конечно, скажу. А как? А как с вами? С вами никак. А по-другому никак с вами. И вот это доказало. Вот я сомневался еще, да, я
там сгущал немножко краски, но сомневался. Может, я не прав, может, какой-то я ошибаюсь. Из-за этих 3-4 этих подонков я же не могу утверждать там всецело. Вот какой-то у вас нормальная вот эта болезнь, вы больные люди, вы же заболели, и вам некому помочь, конечно. Вот это, видите, девушки из Карачаева приехал в Чечению, Ингушетию. И вы знаете, где находится Итумкалинский район? Не на границе с вашей Ингушетии, а на внутренний район Шатойский и Тумкалинский. А потом идет Шаровский, а потом идет Каланчевский. А ту сторону Веденский, Нажаюрторский, Веденский, Шатойский, потом идет и Тимкалинский. Это в сторону, это рядом с Ведено, в ту сторону. И она, эта девушка, просто пошла, эти башни, она какое вам имеет отношение, Тимкалинский район Чечни? Этому району, между прочим, больше, чем вашей Ингушетии. Вот ваш 100 лет сейчас, типа вы говорите, что исполнилось 100 лет. А он создан раньше вашей Ингушетии. У вас природы не было, когда был Итумкалинский район. Вот такие вы странные люди. Вам 100 лет, а Итумкалинский район 101 лет. И вот эта девушка сняла на фоне чеченских башен внутренней Чечни. Они границы, не спорная территория, а внутри Чечни, Итумкали. Нет, как ты посмел, эти ингушские башни. Пройдите, заберитесь, вот такие мужики, забирайте их. Вот заберите, посмотрим. Как посмеете, хоть один ингуш там вступить без разрешения на территорию Чеченской Республики? Попробуйте. Вступайте. Даже они осетины, знаете, они с вами, вы там компактно жили, и сложно было с вами справиться. Мы поймем, когда нога ингуша ступит на нашу чеченскую землю, мы поймем, что это нога врага. Враг у ворот. И аларм. Так что, мне кажется, ваша песенка будет спета. Да, такие дела. Так что не надо обвинять других. Сперва нужно разобраться в себе, в своих поступках, а потом осуждайте чужих. Я так скажу, я не рад тому, что вот никакой радости. Вот этот Руслан Бузуртан такой рад, что все рассказывает. Ему доставляет удовольствие издеваться на чеченцев. Он вот это издевается, он смакует все это. И вот это выкладывает, вот, а вы, смотрите, как вы, я на ваших, вот это, вот он с таким настроением смеется постоянно, радостный такой. И вот это своих братьев чеченцев, свою родину Чечню, вот этот подлый этот человек, вот гадости делает, еще радостно на душе. А мне нет, я не радуюсь. Вот даже мой голос, когда я говорю, действительно я волнуюсь. Действительно мне тяжело говорить. Это такие вещи страшные. Ну, на вашей совести, конечно, все на вашей совести. Годами общался человек, я не знал, что он ингуш. Прикидывался чеченцем, мать у него Евлоева. Хорошо, ваша мать Евлоева. Что я сделаю? Вот это предательство на каждом шагу. Понятно, это ингуши, другой народ, другая республика, понятно, там вот это, а вот даже самые вот эти чеченцы, которые ишкиринцы,
Вот третья чеченская, сейчас начнем, третья чеченская война, значит, такие радости, вот как они хотят сейчас захватить эту Чечню, все это как Джахарду Дудаев, все, 108 всесоюзных заводов, представляете это? Миллиарды, 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 сотни миллиардов евро он захватил, представляете? Восьмая экономика Советского Союза, он захватил, этот Джахар Дудаев, миллиарды он захватил. И как он жил, вот это, конечно, это вот сейчас тоже у них греются руки, вот захватить все это, а потом себе присвоить. Вот сидя за границей, конечно, красиво живут, уже привыкли роскоши, богатству. И, конечно же, сейчас смотрят в сторону Чечни. Не потому что как порадоваться хотя бы, можно же порадоваться. Нет, сидят вот этих, один в Швеции, другой в Норвегии. Вот везде это сидят и ждут, вот ждуны. Один сидит в Лондоне, ждуны. Сидят, ждут, вот, как эти ингуши, как эти русские, чтобы в Чечне вот это началась война. Как вам хотелось? Мне кажется, это не та Чечня. Это не тот народ, который был раньше. Вы ошибаетесь. Да, как среди вас, ингуши, товарищи, если эта пара этот, ни в чем, точно так же среди нас тоже есть. Но в нашем случае они все уехали, в вашем случае тоже многие уехали в Европу. Вот пусть обратно дорога. Вот я бы в черный список всех бы их завел. Ихних семьи, детей, всех. Вот отец, дядя, кто-то вот такой, сразу черный список. Все, вот везде. Полиции, муниципалитеты, ЖКХ, везде, чтобы человек сразу не мог нигде вот эти фамилии что-то сделать. Такие дела. Надеюсь, все у нас будет хорошо. Ой. Как вам не нравится, когда что-то говорят про вас? А нам нравится, да? Вы сидите, да? Вы 8 лет сидите там, не можете остановиться. У нас тоже есть головы на плечах. Мы тоже можем порассуждать. Вот сидят, понравилось, головы нашли. Вот как нести, это парень он или мужчина? Вот так писать. Своей сестре ты пишешь такой? Про сестру? Конечно, нет, не пишешь. А это чеченка, мы можем все, что угодно писать. Да? Вот вот то, что я в вчерашнем ролике, я прав. Прав, потому что вы на букву Г все. Я-то знал, что сейчас накинутся. Вот я снял за защиту Хамзат, и все накинутся со всех сторон. Я-то знал, как вы поступите. Ну ничего. Ничего страшного не произошло. Да, Слава, я даже этот ролик мог и пособрать, но неплохо зашел. Потому что я с первой минуты начал все блокировать, поэтому не так сильно разошелся. Речь, я просто вам, Катя, все что угодно говорю. Нет, я себе удерживаю. Я хочу, вот я вижу, что я что-то еще скажу там такое. И я сразу это обрываю речь. А не потому, что я не знаю это дальше, вот это слова, вот это, и я не знаю. Это тяжелая ноша, конечно. И самое интересное, твой знакомый вот такой пишет. Как я прав? Представляете, я знал, что они такие подлые, и их не стал с ними больше общаться. Вот второй мой знакомый был, а тот-то я заблокировал вот это, и Явлоева, Аслана.
Я в порядке, не надо волноваться за мое здоровье. Волнуйтесь за свое. Я сотрудник медицинской службы. Я о себе позабочусь. Не надо волноваться за себя. Вот за себя волнуйтесь. У вас же едет крыша. Вам же нужна помощь. Такие дела. Сейчас, скорее всего, надо... Не хочу я дальше говорить. Оно сказано, все. Смысла никакого нет. Глубокая пропасть между нами, двумя народами братскими. У чеченцев истории нет. Это у ингушей есть история. Да, есть у вас история. Покажите, расскажите, где ваша история. Я что-то не видел. Я что-то не слышал про это. В школе учился. Все мы в школах проходили все. Да, в селе Дарго, Ведено, вот не было Азрань, там не было ангуштов, нигде не было написано. Вот мы это Чечню, да, проходили, Шалей, Грозный, по учебникам истории, по географии мы проходили это все. А вот что-то вас Ингушетии или Назрань вас нигде я не встречал, никаких учебников. То Лермонтов проходили школьную программу, Пушкин, Толстой, Ганза, очень много вот этих, все писатели, какую-то поэму про Чечню. Про нас постоянно говорили. Вот про вас я не слышу. Так что, знаете, от того, что там пишете все вы великими не станете. Вы станете великими, когда с таким благородным, таким мужественным народом, как чеченцы, вот опорой станете, но вы никогда не были опорой, наоборот, предателем, спину. Царь поэтому и хотел, чтобы вы были отдельный народ, вас лепил из других народов, и хотел, чтобы противовес чеченцам, вот русские очень умные. Какие они умные люди. Они знают, кто вы, и знают, кто такие чеченцы. Вот даже сейчас за бесплатно вы их работу русских выполняете, оскорбляя наших чеченцев. Вот эти вещи пишете и хотите пошатнуть нашу историю. Вам не получится. И благодаря нам, чеченцам, про вас никто не знал. Никто не знал. Вот две чеченские войны, вот благодаря чеченцам, там в лагерях Ингушетии, на весь мир вы хотя бы прогремели. И то рядом, когда отдельно вы не существуете, с рядом Чечня, когда говорят, понимаю, что это вы. Мы же вам злобу они затаили. Нам из-за вас у нас очень много было проблем. Восстанавливаемся. Еще надо население прибавляется, школы, детские сады. У нас тысячи других дел. У вас там 30 поселках вы не можете никак порядок привести. У нас, извините, 400 населенных пунктов. Там 10 раз больше, чем у вас. И даже больше 10 раз. И до вас нам дела нет. Если вы молчите и нас не затрагиваете. Конечно, будут отвечать. Я-то пишет человек, я даже не блогер. Не надо вам волноваться, что я посвящу свою оставшуюся жизнь вам. Сейчас я докончу все. Последняя эпопея прощания в Таиланде. 1-2 ролика максимум сниму. И все. И все, мы распрощаемся с вами. Я дальше, конечно, скорее всего, я не знаю, чем заняться. Вот как это. Ну, найду я тем для разговора. Это великая честь для вас, чтобы про вас говорили.
плохая реклама, это же тоже для вас реклама. Вот я говорю что-то такое негативное даже. Но это не потому, что я специально придумаю, а потому что вы негативно содействуете. Поэтому как вам? Я же они позитивно о вас говорю. Я же не говорю, какие хорошие эти мужчины, молодцы они. Вот это сделали, вот тут у них победа, вот тут они как мужчины прошли. И нет позитива. Я-то знаю, что это негатив. Не надо мне это ваш негатив, дорогие соседи. Оставьте их себе. Своей злобы. Вот подавиться там. Подавиться. Нам не до вас, мне тоже не до вас, если честно. Вот я стакан чая, ой, он пьет, он это, конечно, тут учить. Я завариваю свежий заварочек. Специально у меня есть не термос, это какой-то сразу, вот это. Не могу чай попить. Вот все вам, все, речь не так. Стучу, шумы навожу. Но это я же, а не студентниками, я же не студент, просто мобильный телефон снимаю, хотя у меня есть красивый штатив, поэтому у меня так ровно. Придирается любому, вот, придирается любому. Да, знаю. О, хорошо, что я ничем не обязан вам. Вот. Ничем. Никогда мы не были брать, не будем. Ни по родине, ни по матери. Так что прощайте, дорогие мои. Пока-пока. С вами был Одинокий Джейс.